Чашка горячего чая, теплый плед, интересный фильм. Что может быть лучше осенним ноябрьским вечером? Только новый профньюз. Смотри в этом выпуске. Гала-концерт фестиваля «Алло, мы ищем таланты», юбилейный вечер Екатерины Николаевны Варламовой, Всероссийский форум молодых лидеров «ЮЛИТ-2018», день рождения Правком ТВ. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Башгу ищет таланты среди первокурсников. На всех факультетах, между прочим. Как, ну и что? Смотри скорее! Казалось бы, все испытания для новоиспеченных студентов завершились, и первокурснику больше негде себя проявить. Но как бы не так. Целую неделю проходил конкурс «Алло, мы ищем таланты». И уже сегодня, 26 октября, пройдет большой гала-концерт, где будут только самые яркие представления. Сегодняшнее мероприятие было просто великолепно. Все команды выступили шикарно, все факультеты были, я не знаю, они просто порвали зал. Аплодисментов было так, что, я не знаю, в соседнем университете слышно было. Участие в таких мероприятиях – это, одно из тех явлений, которые ставят вообще человека в университете. Это поможет ему развиваться и все в таком духе. Ощущения очень классные. Выступать всегда приятно, тем более на сцене Башгу, потому что за 4 года она уже стала родной, а для первошей она еще более, значительно... Дефис лучший! На улице становится все холоднее, но согреться нам помогут зажигательные и потрясающие танцы на юбилейном вечере Екатерины Николаевны Варламовой. Ноября в концертном зале Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова прошел юбилейный вечер, посвященный 90-летию почетного ветерана ансамбля Екатерины Николаевны Варламовой. 40 лет своей жизни заслуженная артистка Башкирской автономной Советской Социалистической Республики посвятила танцевальному искусству. Ученица Файзи Гаскарова долгие годы радовала публику своими выступлениями в составе его ансамбля, а затем передавала свое мастерство следующим поколениям. В этот вечер прекрасную танцовщицу пришли поздравить творческие коллективы университетов Уфы, коллектив из Новосибирска «Кавказ», музыкальная группа «Ант» и многие-многие другие. Концерт получился очень ярким и запоминающимся, таким же, как и сама виновница торжества. Конечно же, Екатерина Николаевна услышала много хороших слов и пожеланий в свой адрес. Но все же команда Правком ТВ не хочет оставаться в стороне и пожелает талантливой артистке здоровья, счастья и долголетия. Динара Шафигуллина, Алексей Рыбников, специально для Правком ТВ. Молодые, целеустремленные, активные и амбициозные. Все это про участников Всероссийского форума молодых лидеров ЮЛИТ-2018. Так каким должен быть лидер, а главное, как им стать, смотри в следующем сюжете. Сегодня, 27 октября, на площадке «Правда Холл» стартовал форум для молодых лидеров ЮЛИТ. Десятки опытных спикеров уже готовы поделиться опытом и знаниями для будущих лидеров. Форум проходил 2 дня, 26 и 27 октября. Для будущих лидеров выступали такие спикеры, как Ренат Ракета, Вадим Фатахов и другие известные личности. На самом деле, как и любое мероприятие, любая организация – это довольно сложный процесс. Нужно организовать людей, нужно организовать себя. И подготовка началась давно, несколько месяцев назад. Все это время мы вместе готовились. У нас как были подъемы, были какие-то спады, но мы вместе старались. И как вы видите, у нас очень крутые партнеры, у нас очень много людей, и мы действительно хорошо проработали, и вот результат он виден сейчас. Мои цели посещения форума – это найти мотивацию к продвижению, определенные ключи, так скажем, к продвижению, к пути к своей цели, найти, конечно же, новые знакомства и весело провести время.
Каждый из них поделился своим опытом, рассказал о своих проектах, некоторые даже устраивали небольшую физическую разминку для ребят. Также была организована ярмарка профессий, где молодым участникам форума уже предлагали работать и развивать разные проекты. А самые активные начинающие лидеры зажигали даже на обеденном перерыве. На самом деле у меня несколько целей. Во-первых, так как я организовал мероприятие, я хочу посмотреть, как это делают другие люди, узнать что-то новое, посмотреть на мир под другим углом, познакомиться с новыми людьми и на самом деле найти вдохновение для своей будущей работы вообще, для своей будущей реализации своих целей. Мои ощущения от мероприятия просто непередаваемы. На самом деле здесь ощущается большая энергетика. Хочется пообщаться с каждым из участников. Я надеюсь, что это мероприятие будет эффективным как для ребят, так и для нас. Замечательно, что существуют такие форумы для развития лидерских качеств молодежи, развития взгляда под другим углом. Кто знает, может скоро мы увидим новоиспеченных лидеров, которые сделают нашу жизнь ярче. Антон Гущин, Ленар Ишмуратов специально для Правком ТВ. В этом году студенческому телевидению Правком ТВ исполнилось 4 года. Это событие команда отметила в самом необычном антикафе Уфы. Вместе с веселой музыкой, вкусной едой, необычными играми и совами. Мы пошли пиццу кушать, а вы смотрите. И в завершении хочу поделиться с вами своим способом поднятия настроения. Это прогулка в солнечную погоду и просмотр любимых выпусков Профньюз. А какой рецепт хорошего настроения у вас? Делитесь в комментариях.